Андрей Владимирович Тарасенко. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Засимович Колодезников. Первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Евгеньевич Бычков. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Дмитрий Викторович Бердников. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Михаил Викторович Никифоров. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балабкина. И заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. Андрей Владимирович, в этом году по понятным причинам отчет правительства прошел в онлайн-формате. Как, на ваш взгляд, прошли отчеты правительства? Какие вопросы часто задавали жители республики и какие вносили предложения? Пожалуйста. Здравствуйте, добрый день, уважаемые зрители. Хотел бы отметить, что 2020 год для отраслей экономики у нас был очень тяжелый. Но благодаря поручениям президента страны Владимира Владимировича Путина и решением главы республики Саха-Якутия Александра Сергеевича Николаева мы выстояли и смогли противостоять пандемии. У нас все отрасли, строительное, транспортное, здравоохранение, коммунальное хозяйство выстояли, и ни одной не было у нас зафиксировано тяжелого падения той или иной отрасли. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех якутян за ответственное отношение к своему здоровью. Что касается формы отчета правительства, мои заместители, отраслевые министры выходили в прямые эфиры на телевидении с информацией о итогах деятельности правительства за прошлый год, а также ответили на вопросы, интересующие население. У нас за февраль проведены отчеты со всеми муниципальными образованиями в режиме ВКС. На этих мероприятиях приняло порядка 17 тысяч людей. Было задано где-то 3000 вопросов. 584 вопроса были заданы в прямом эфире. Если просуммировать все вопросы, которые были заданы, они касались тематики ЖКХ, строительства и транспортной отрасли. Я бы хотел предоставить слово своим заместителям в своей сфере деятельности по этим вопросам. Спасибо. Алексей Засимович, ваш блог отчитался первым в нашем эфире. Многие вопросы прозвучали в тот день. Это ЖКХ, строительство, транспорт, вопросы экологии, северного завоза. Что бы вы хотели отметить прежде всего? Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, очень много вопросов поступило в рамках прямого эфира, более 130. Мы постарались ответить сразу на те вопросы, которые в наш адрес поступали, и на те вопросы, которые не попали в прямой эфир, на них ответили оперативно в течение дня. По остальным тоже ответы были получены. Уже у нас нет незакрытых вопросов. По сути своей также остаются актуальные вопросы коммунального хозяйства и энергетики. Это абсолютно понятно. Зима у нас в этом году достаточно холодная, можно сказать, даже аномально холодная, потому что температуры такие не стояли уже на протяжении десятилетий. Однако мы говорим о том, что коммунальный комплекс, энергетика справились с такими низкими температурами. Отопительный сезон продолжается. Для людей важно, чтобы было тепло, был свет. Задавались вопросы по подключению частного сектора, потому что мы эту программу реализуем и продолжаем реализовывать. В прошлом году было более 1000 домов подключено. Конечно, интересовали людей вопросы тарифной политики, связанные со стоимостью коммунальных услуг. Это вопросы транспортного комплекса. Отдельно хотел бы сказать, отметить по реконструкции аэропортов, которая сегодня реализуется в нашей республике. Объем финансирования до 2024 года предусматривается в объеме 38 миллиардов рублей.
И в прошлом году уже у нас завершился один объект, была сдана реконструкция аэропорта Верхнеуральске. В текущем году идет реализация по Нерюнгри, городу Якутску. В Мирном мы начинаем строить новую взлетную посадочную полосу, там будет новый терминал тоже. Алекминск, который у всех на слуху, когда там дожди летний период проходили, у нас просто-напросто полеты не проводились, и бывало так, что периоды эти длились месяцами. На сегодня у нас в Алекминске тоже идет реконструкция полосы. Понятно, что людей беспокоит, как в рамках реконструкции будут организованы полеты. И мы сегодня отрабатываем с Росавиацией, с Минтрансом России, чтобы все-таки у нас не было сбоев в части доступности. Сейчас очень актуальный вопрос субсидирования, потому что для Дальнего Востока у нас сняты возрастные ограничения. В текущем году в целом по субсидиям для населения по Якутии мы получили более 1,5 миллиарда рублей. Но вот город Якутск выпал из этого перечня маршрутов. И для нас это очень непонятно, потому что порядок новый очень субъективный. Об этом говорил и глава республики. Мы обратились к нашему руководству, правительству Российской Федерации. На прошлой неделе я встречался с замминистра транспорта и с руководителем Росавиации России. Надеемся, что город Якутск все-таки попадет в маршруты, субсидированные из федерального бюджета. Обсудили это в Минтрансе и ждем все-таки ответа в марте. Есть вопросы, которые связаны с тушением лесных пожаров. Знаете, что в прошлом году у нас была высокая горимость, более 6 миллионов га пройдено лесными пожарами. И есть послание главы республики в части того, что мы должны создать батагайскую авиалесоохрану. Мы наблюдаем на протяжении нескольких лет, что у нас увеличивается количество пожаров и площади в арктической и колымской группе районов. Это происходит уже на протяжении нескольких лет. Это не только у нас. Вот в прошлом году горимость была у нас и в Магадане, и в Магаданской области, и в Чукотке. В этом году мы заложили 40 миллионов рублей в республиканском бюджете. Будем создавать батагайское авиаотделение. И это отделение будет прикрывать арктические и северные территории, в том числе и колымскую группу районов. Глава встречался с министром природных ресурсов Козловым буквально 2 недели назад. И там тоже на встрече обсудили вопросы дополнительного финансирования по тушению пожаров. У нас очень большая территория, 20% площадей лесного фонда страны. Понятно, что нам нужно усилить работу в части защиты лесов Республики Саха-Якутия. У нас сегодня глава республики поставил задачу сделать из Якутска столицу республики, красивую, чтобы можно было действительно любоваться ей. Я хотел вот такой вопрос задать, который людей сегодня в Якутске волнует. Что же дальше будет с нашим мусорным полигоном? У нас действительно в городе Якутске достаточно серьезная проблема, связана с тем, что полигон на 9-м километре, он по сути своей уже заполнен и переполнен. Для того, чтобы решить этот вопрос, мы в этом году начинаем строительство полигона на 27-м километре. Строить полигон будет ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия. Если вот так взять, да, то по всей России практически такие объекты строятся за счет платежей населения. Но для того, чтобы не допустить роста платежей населения, мы приняли решение взять на себя расходы на бюджет, эту стройку. Также в этом году мы начинаем строительство мусоросортировочной станции. Заключено концессионное соглашение. Объект достаточно большой и тоже дорогой, в пределах 1 миллиарда рублей. И 25% от стоимости этого объекта мы будем финансировать из республиканского бюджета в виде капитального гранта.
Такие объекты должны появиться в наших районных центрах. Ближайшие проработки это у нас Мирный, Вилюйск, Нюрба. Мы планируем уже в этом году мусоросжигание применить в отдаленных населенных пунктах, в районных центрах северных арктических территорий. Можно сказать, что процесс идет. Идет, конечно, медленно, но этот год он будет таким знаковым с точки зрения того, что крупные инфраструктурные объекты начнут строиться в городе Якутске. Спасибо. Кирилл Евгеньевич, в ходе эфира с вашим участием часто жители спрашивали по вопросам экономики, строительства, промышленности, занятости населения. На что бы вы хотели обратить внимание прежде всего, подводя итоги? Ну, прежде всего хочу сказать, что очень активно жители задавали вопросы. Действительно, темы были очень актуальными, и мы в основном получали такие волнующие, проблемные вопросы от жителей по всем тем отраслям, которые находятся под моим кураторством. И, конечно, прежде всего, это темы жилищного строительства, это темы переселения из ветхого аварийного жилья, и это в целом создание комфортной городской среды для жителей нашей республики. У нас самая большая в России программа по переселению. Это более 11% всех аварийных площадей переселяется в республике. То есть, по сути говоря, многие наши населенные пункты строятся заново. И, конечно, это не может не волновать жителей, которые заслуженно на протяжении многих лет ожидали изменения качественно своих условий проживания. И здесь мы можем сказать, что нами поставлена задача ускорить реализацию программы переселения из ветхого аварийного жилья, и те темпы, которые мы сейчас взяли, позволяют нам с уверенностью сказать, что программа будет завершена быстрее, чем мы планировали. И здесь мы, конечно, делаем все возможные усилия для того, чтобы создавать заранее спланированные, правильно организованные микрорайоны, чтобы поселки обретали новые современные формы. Очень большое значение уделяем градпланированию, созданию архитектурных форм. И, конечно, увязываем все программы, которые на сегодняшний день у нас действуют, в единый комплекс. Я имею в виду и не только сам процесс строительства домов, но это и создание комфортной городской среды. Программа, которая у нас одновременно началась с переселением, и в этом году мы ее еще больше расширяем. В прошлом году у нас 45 дворовых территорий под эту программу подпало, и 9 общественных пространств, из них 2 по конкурсу малых городов. Я могу сказать, что ощутимые изменения увидели жители Нерюнгри, Ленска, Якутска. И, конечно, эта программа нацелена не только на наши города, но и на наши села, что очень важно. Могу сказать, что отдельное внимание уделяется голосованию жителей, ведь много объектов по комфортной городской среде, ну, скажем, жители должны выбрать самостоятельно, какие формы, какие форматы, какие, прежде всего, приоритеты они ставят для того, чтобы сделать свою жизнь более комфортной. Я могу сказать, что с 26 апреля по 30 мая этого года будет проводиться единое онлайн-голосование по общественным пространствам, там, где голоса граждан будут учитываться для того, чтобы мы принимали решения о тех объектах, которые мы будем благоустраивать, начиная со следующего 2022 года. Поэтому здесь призываю жителей наших городов, туда войдут все города, и также некоторые населенные пункты, которые не являются городами, но крупные, например, Майя, Сунтарский наслег, Чурапчинский наслег. Здесь вопрос очень сильно увязан и с занятостью населения. Мы прежде всего смотрим на то, чтобы у нас население могло участвовать во всех крупных промышленных проектах и устраивать местные кадры в нашу промышленность. Мы знаем, что промышленность – это более 50% консолидированных поступлений в наш бюджет. И это не только наша знаменитая на весь мир
предприятия «Алроса», но это и набирающие темп крупные предприятия по добыче нефти, газа, угля, золота и прочих минеральных ресурсов. Отдельную роль мы уделяем процессам промышленной переработки. Вот в этом году мы эту программу также усиливаем, но в прошлом мы знаем, что были введены очень крупные объекты. Инаглинский ГОК, который на сегодняшний момент является одним из самых современных предприятий угольной промышленности. И, безусловно, нам бы хотелось, чтобы в этих предприятиях, в этих проектах было задействовано максимально местное население, наши местные кадры. В прошлом году у нас было трудоустроено почти 9 тысяч кадров, местных кадров в промышленность. В этом году, конечно, мы ставим себе гораздо более высокую планку, но я думаю, что этот процесс, он будет планомерно наращиваться, и наши учебные заведения будут готовить целевым образом те кадры, которые будут применимы, задействованы и необходимы на наших промышленных предприятиях. Ну и, конечно, скажу о тех вопросах, которые жителей волновали и волнуют больше всего, над чем мы работаем и будем делать упор в этом году. Это, например, по программе переселения ветхого аварийного жилья очень многих волнует вопрос компенсации и стоимость компенсационного пакета для тех, кто купил аварийное жилье, когда оно уже было признано аварийным. На сегодняшний момент, к сожалению, жилищный кодекс не позволяет им рассчитывать на полноценные компенсации или на новое жилье, они только получают стоимость сделки по покупке. Глава республики в прошлом году достаточно мощную, плотную работу проводил с федеральными структурами по этому вопросу. Я надеюсь, что в этом году мы сможем эту ситуацию продвинуть и получить результат. Ну вот, в целом, наверное, такой блок вопросов. Я могу сказать, что мы и дальше будем проводить такие открытые мероприятия и прямые линии. Те вопросы, которые у нас не успели прозвучать в прямом эфире. Кстати, было очень много звонков, на которые я потом лично отвечал и перезванивал, меня соединяли с заявителями, и некоторые из них получили прямые ответы уже за рамками нашего эфира. Поэтому я думаю, что члены правительства будут придерживаться этого формата, и, конечно, вы будете получать ответы на вопросы, животрепещущие, волнующие, и за рамками отчета правительства. Спасибо, Андрей Владимирович. Вот Кирилл Евгеньевич, Сергей Васильевич, Кирилл Евгеньевич сказал очень хорошую сегодня идею, что у нас будет большая потребность в кадрах. Нам нужны люди, которые сегодня могли бы выйти на профессиональные вот эти все места работы по стройке. Как у нас учебные заведения готовы сделать такие вот, открыть преобразования по переподготовке кадров? Спасибо. Да, действительно, задача стоит, чтобы наши местные кадры трудоустраивались в нашу промышленную сферу, в сферу строительства, транспорта, связи, энергетики, в другие отрасли. И с этой точки зрения вся система учреждений профобразования ориентирована на подготовку специальностей. Сегодня в рамках национального проекта образования создаются мастерские, обновляется материально-техническая база учреждений профобразования. Если мы в 2020 году на создание мастерских получили федеральное финансирование 118 миллионов рублей, то уже на 2021 год мы ожидаем поступления и направления на эти цели финансирования на более 200 миллионов рублей. И в рамках этого будет создано 28 мастерских по учреждениям профобразования в наших муниципальных районах. И мы понимаем, что без улучшения в целом материально-технической базы учреждения профобразования нам невозможно достичь эту задачу. Мы наблюдаем ежегодно рост количества людей, которые желают поступить в учреждение профобразования по наиболее востребованным специальностям. И для этого определен перечень специальностей, около 50. И по многим из них наши учреждения готовят специалистов для поступления на работу в сферу промышленности, производства, транспорта, связи, ну и другие отрасли. Кроме того, мы в рамках федеральных контрольных цифр приема получаем финансирование из федерального бюджета на поступление в высшие учебные заведения, которые расположены на территории Республики Саха-Якутия. И на 2021-2022 учебный год мы ожидаем прием на около 5000 специальностей с финансированием из федерального бюджета.
Я думаю, что благодаря работе учреждений профобразования, повышению качества в этих учреждениях будет продолжена работа по приему и подготовке специальностей. Кроме того, в прошлом году мы создали профессиональный центр опережающей профессиональной подготовки, который будет готовить специалистов, мастеров по краткосрочным курсам и направлять на работу на строительную сферу и другие специальности. Эта система уже работает, и на 2-3 месяца мы набираем людей и готовим специалистов. Спасибо. Вот, Кирилл Евгеньевич, вот много у нас республика аграрная, и самое главное звено – это у нас села. Когда у нас все-таки ипотека в селе заработает? На самом деле вопрос крайне важный, действительно, и есть у нас программа «Сельская ипотека». Прежде всего, есть ряд ограничений по местоположению. Мы на сегодняшний момент хотим максимально расширить эти рамки для того, чтобы развивалась именно сельская ипотека, чтобы у нас не было, ну, скажем, перекоса в сторону больших населенных пунктов, которые и так достаточно активно и живо развиваются, но и для того, чтобы были доступны новые дома для наших сельчан. Вообще индивидуальное жилищное строительство, ИЖС, это один из приоритетов развития строительного комплекса на ближайшие перспективы. Мы планируем создание таких специальных комплексов, поселков, где мы будем заранее организовывать всю необходимую инфраструктуру, магистральные сети, дороги. Также очень важно, конечно, и контролировать стоимость квадратного метра, стоимость жилья. Это комплексная задача для нас. Мы сейчас работаем и с оптимизацией логистических цепочек для того, чтобы транспортные издержки были как можно меньше. И, как отметил Андрей Владимирович, огромное количество запросов поступает именно от жителей села. Это для нас очень позитивный сигнал. Это значит, что жители хотят оставаться в селах, хотят заниматься сельским хозяйством. Поэтому наша задача создать для этого все возможные условия. Спасибо. Дмитрий Викторович, переходим к вам. В нашем эфире в программе «Якутия Лайв» в середине февраля вы выступили в этой программе. Речь шла о строительстве моста через Лен, об этом грандиозном проекте. Что известно на сегодняшний день по самой ожидаемой стройке в Якутии? О чем вы хотели сказать сегодня? Действительно, поступило после моего отчета, такого краткого выступления, анонса, можно сказать, информационно, поступило очень много вопросов и в мои личные сети, и в правительство. Людей интересует тема, в какой стадии находится строительство, куда мы движемся, когда будет реализован проект. Я хотел бы нашим телезрителям вкратце сегодня еще раз напомнить, что действительно усилиями нашего главы Александра Сергеевича Николаева проект сегодня уже находится в решающей стадии. Это первый этап, подготовительный этап оформления документации в экспертизе, который завершится в марте месяце. Это обязательный выход на строительную площадку с подготовительными работами в этом году, как и было запланировано. И идет, так сказать, дошлифовка последних элементов финансирования, связанных с капитальным грантом. Капитальный грант – это 54 миллиарда рублей, из которых 47,9 миллиардов, я напоминаю, эти цифры уже, это финансирование федеральное, 6,4 миллиарда республиканское финансирование. Кроме того, 27 миллиардов – это внебюджетные источники, которые сегодня тоже подтверждены. И вы помните, что 13 января было подписано соглашение с ПАО «Сбербанк». Это финансирующая организация, структура федеральная, которую представлять, наверное, нашим телезрителям не имеет смысла. Что касается распределения нагрузки на бюджет, то она остается неизменной, как и было представлено в заявке республики. 6,4 миллиарда будут очень комфортно разделены и финансироваться будут из Дорожного фонда республики. По долям, соответственно, миллиард в нынешнем году будет освоено, 1,5 миллиарда в 2022 году, 2 миллиарда в 2023 и 1 880 миллионов в 2024 году. И завершение строительства планируется, как и было декларировано, в конце 2024 года.
Вот в общих чертах это, я напомнил, то, что касается реализации проекта. Еще раз хочу подчеркнуть, что проект сложно переоценить не только для Якутска, но и для всей республики, для всей Восточной Сибири и районов Крайнего Севера. Это серьезный инфраструктурный объект, который, вот как сегодня мои коллеги уже сейчас доложили, в развивающейся, динамично развивающейся республике Саха-Якутия займет свое достойное место как крупный инфраструктурный узел. И я уже не говорю о том, что серьезный мультипликативный эффект, который будет сопровождаться после ввода моста, он нам по расчетам экономистов, которые сегодня представлены, в том числе и правительство, на всем этапе жизненного цикла достигнет порядка, сказать, по разным оценкам, 200 миллиардов. Это, безусловно, комфортная составляющая для развития бизнеса, это рабочие места, не только на этапе строительства. Я напоминаю, что у нас готовится меморандум с нашими партнерами, согласно которому мы рассчитываем на трудоустройство наших жителей нашей республики. Это будут и рабочие в субподрядных организациях наших республиканских, которые будут привлечены для комплексных работ. Это будет индивидуальное трудоустройство. Вот мой коллега Сергей Васильевич очень, сказать, подробно коснулся этой темы, что у нас сегодня существуют профтехкомбинаты, где можно будет улучшить свою подготовку, повысить квалификацию и, сказать, включиться в общий процесс. Ну, я вкратце, сказать, еще раз прошелся так крупными мазками по проекту. Хотел бы заверить наших телезрителей, что работа ведется, работа серьезная, работа важная, и она находится на контроле и правительства Российской Федерации, нашего президента, ну и, конечно же, главы нашей республики. Я хотел бы тут добавить вот Дмитрия Викторовича, и вот молодец, он рассказал, что в действительности это сегодня будет огромный стимул для развития республики. Вот смотрите, вливается в экономику республики 3 бюджета. Бюджет республики, федеральный и инвестора. И все это будет на территории республики. То есть мы максимально сегодня эти деньги будем осваивать силами республики. На Жатае мы планируем мостовые делать сегодня эти переходы. Асфальтные заводы у нас будут работать. Строительная вся техника будет работать. Карьеры будут работать на этот мост. То есть все деньги, которые сегодня... Даже пищевой блок будет кормить этих людей, которые будут работать на мосту. Понимаете? То есть представляете, какой комплекс услуг сегодня будет работать в республике, строя этот мост. И глава еще раз подчеркивает, говорит, это наш мост, это наши компании должны работать на этом строительстве моста, потому что это наши деньги. И мы должны, как бы субсидируем, даем возможность сегодня поднять состояние и рабочие места для наших компаний. Поэтому вот здесь эффект будет очень большой и хороший. В действительности мы сейчас занимаем позицию и готовим эти меморандумы, и задействуем только наши сегодня силы. Как говорят, деньги из республики не должны уйти. Они должны работать в республике. Спасибо. Далее Михаил Викторович Никифоров. На эфире с вашим участием много задавали вопросы про сельское хозяйство, по предпринимательству, по развитию Арктики. Что бы вы хотели добавить и отметить прежде всего? Спасибо, Влад. Добрый день, уважаемые жители нашей республики. Да, действительно, в ходе прямого эфира курируемый мой блог, моим блоком поступило очень много вопросов, более 90 вопросов. Из них добрая половина практически поступила по линии сельского хозяйства. Значит, у нас сельское хозяйство очень такой стратегический, значит, стратегическое направление, где завязано очень много наших сельчан. Это первое. Второе, конечно же, я ожидал очень много вопросов по линии малого и среднего предпринимательства и туризма, развития туризма. Здесь у нас в республике планируется очень много
таких проектов. В частности, мы в этом году планируем направить 3 проекта в адрес Ростуризма для включения в федеральные, значит, программы. Но при всем при этом, значит, тема сегодня очень актуальна для малого и среднего бизнеса, особенно это касается в связи с пандемией. Третий блок вопросов, это, конечно же, касается вопросов ветеринарной службы. Значит, вот ветеринарная служба у нас в республике охватывает всю нашу территорию республики Саха-Якутия, но очень сегодня актуальна была проблема бродячих собак, ну и, соответственно, тарифов на ветеринарные услуги. Ну и, соответственно, хотел бы сказать, что проблема арктических северных наших улусов, она остается у нас, как говорится, в приоритете. Я бы хотел бы сказать, что после проведения, значит, прямого эфира мы подводили итоги с курируемыми исполнительными органами госвласти, где подвели краткие итоги, и наши министры и заместители министров проводили еще по курируемым своим муниципальным образованием свои отчеты, значит, с участием местного населения, глав муниципальных образований, и поступило также очень много количества вопросов. Я бы хотел остановиться по таким актуальным вопросам. Это первая группа вопросов про новые механизмы поддержки сельского хозяйства и маркировку молока. Как вы все знаете, что согласно посланию главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева, в 2020 году Министерство сельского хозяйства и аграрный блок подготовил новый законопроект о новых механизмах финансирования села. Значит, и в этом направлении в течение 2020 года было очень много, значит, вопросов со стороны и местного населения, со стороны депутатов районного уровня, депутатов Государственного собрания Илтумен, ну и, соответственно, общественных организаций. Мы проводили очень много круглых столов и обсуждали данную тематику. И в конце, значит, года, в декабре месяце, по инициативе главы нашей республики был внесен законопроект в парламент нашей республики, который был утвержден, и с 2021 года, значит, финансирование аграрного сектора было большей части передано муниципальным образованием. Здесь бы хотел бы отметить, что если в 2020 году финансирование, субсидирование молока всего составляло в бюджете республики 2,8 миллиарда рублей на заготовку 80 тысяч тонн молока, то с 2021 года данная сумма не поменялась, значит, но при этом мы будем заготавливать 58 тысяч тонн молока, при этом субсидия, то есть тарифы на молоко повысились с 35 рублей до 50 рублей за 1 килограмм. Ну и здесь еще бы хотел бы добавить, что дополнительно будем субсидировать маточное поголовье лично подсобных хозяйств. Итого составляет сумма в бюджете на 2021 год на 1 200 000 000 рублей. Получается, что в 2021 году практически увеличивается на 30% субсидирование сельхозтоваропроизводителей, значит, ну, практически на 30%. Эти деньги напрямую поступают непосредственно нашим сельчанам. Я бы здесь хотел особо отметить. Второе, вопрос о маркировке молока, которое буквально в этом году должно быть введено уже окончательно. 15 декабря 2020 года вышло постановление правительства Российской Федерации, и сразу же вышло распоряжение правительства Российской Федерации о маркировании молочной продукции. Здесь бы хотел отметить, что она вводится поэтапно, с 20 января она уже началась. Значит, к 1 июля к маркированию уже должно быть готово, и оно должно быть введено в части сырной продукции, мороженого. К 1 сентября должно быть уже все готово
молочной продукции со сроком хранения более 40 дней и к 1 октября молочной продукции со сроком хранения менее 40 дней. То есть, получается, до конца текущего года все производители молочной продукции должны перейти вот в честный знак и приобрести оборудование и начать маркировку, значит, своей продукции. В этом отношении у нас сегодня, конечно, проблема имеется, потому что, значит, не все наши производители молока готовы к этому. Ну, те, которые крупные предприятия заготовки молока и производства молочной продукции, они более-менее выйдут из этой ситуации. Но вот что касается мелких хозяйств, да, для них это будет трудно. Поэтому Министерством сельского хозяйства в данном вопросе введены такие ограничения, что заготовкой молока, значит, в муниципальных образованиях должны заниматься производители молока, то есть заготовители молока с объемом не менее 800 тонн. Это в основном нужно для точки безубыточных производственных предприятий. И вот вопрос о том, что по маркировке хотел бы еще добавить, что для крестьянских фермерских хозяйств, которые непосредственно сами реализовывают свою продукцию, для них данное время, ввод в действие данного нормативно-правового акта, значит, исчисляется 1 декабря 2022 года. Поэтому те крестьянские фермерские хозяйства, которые собираются сами продавать свою продукцию, для них это время, вот то, что я сказал, 1 декабря 2022 года. И второй вопрос, весьма актуальный, который требует сегодня тех или иных решений, это, естественно, вопрос продовольственного обеспечения арктических районов. Ну, в течение 2020 года этот вопрос стоял очень так, ну, можно сказать, очень актуальный вопрос был. Особенно это касалось в конце года, когда, значит, во многих муниципальных образованиях северных арктических районов, значит, продукция, особенно расширенного перечня продуктов, они вовремя не поступили, значит, в прилавки магазинов. Здесь бы я хотел бы отметить, что в 2020 году предприятием Якутапторг, акционерным обществом Якутапторг, было доставлено в северные арктические районы двойной объем, значит, социально значимых продовольственных продуктов. Вот социально значимые, я бы хотел бы здесь добавить, это 12 наименований перечня продуктов, которые мы завозим именно в северные арктические районы, но и в труднодоступные населенные пункты тоже. Значит, это первое. Второе, здесь мы еще не должны забывать о расширенном перечне социально значимых продуктов, которые тоже, в принципе, у нас завозят акционерное общество Якутапторг. Вот вопрос заключается в том, что как мы должны дальше работать. Этот вопрос главой республики поставлен, значит, очень жестко. Я бы здесь хотел бы отметить, что начиная с 2021 года, значит, предприятием Якутапторг и совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством Арктики планируется строительство, значит, торгово-логистических центров. Мы в этом году планируем построить в 3 муниципальных образованиях. Это поселка Белая гора, поселок Черский, значит, и поселки Усть-Куйга. Вот такие торгово-логистические центры. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, во-первых, хранить, значит, нашу продукцию. Там должно быть холодильное оборудование, там должно быть и оборудование для хранения, ну, то есть склады для хранения овощной продукции. И, соответственно, в будущем планируем, значит, заниматься заготовкой продукции, не только рыбной продукции, но и других продукций, которые будут заготавливать на северных и арктических наших территориях. Вот, и планируем до 24, то есть по 24 год во всех 13 муниципальных образованиях северных арктических районов построить, значит, вот торгово-логистические центры. Это первое. Второе, мы прорабатываем вопрос поддержки со стороны федеральных органов исполнительной власти. Сегодня, значит, наше
правительство нашей республики совместно с нашими депутатами Государственной Думы, значит, работает с Министерством Дальнего Востока по вопросу обеспечения северного завоза. И здесь у нас есть свои наработки, но при всем при этом хотел бы отметить, что, значит, в Российской Федерации основной вопрос именно северного завоза стоит именно вот в Республике Саха-Якутия, ну и в нескольких субъектах Российской Федерации. Поэтому вопрос очень серьезный, и мы в этом направлении сегодня стараемся, значит, свои вопросы, чтобы наши вопросы достигли высшего руководства нашей республики. Михаил Викторович, вот Александр Сергеевич очень много ездит по республике, встречается с фермерами. Многие фермеры вот имеют хозяйства свои, там 50 коров, 100 коров. И многие ему говорят о том, что ситуация такова, что я, говорит, больше мог бы иметь, но нету сегодня кормовой базы. Очень дорогая кормовая база. Как мне сегодня поднять это хозяйство? Я еле это сегодня, говорит, хожу это сено там чуть ли не по миллиметру там скашиваю и ищу это все, потому что сегодня мы достигли предела в кормовой базе. И если мы хотим увеличить поголовье, нам нужно сегодня решить что-то с кормовой базой. Да, это очень сегодня актуальный вопрос. Я бы хотел бы здесь добавить, что Алексей Сергеевич, когда подписал свой указ в 2018 году о стратегических направлениях сельского хозяйства, имел в виду как раз и развитие сельскохозяйственного производства на местах. Значит, если до 2024 года мы не выполним те или иные указы, вот как раз она и связана, вот кормовая база, она как раз ложится тем фундаментом для достижения вот тех параметров, которые вот прописаны в данном указе. Поэтому сегодня мы посчитали весь объем сельскохозяйственных животных, которые, ну, не только животных, но и птиц, и свиней, сколько у нас концентрированных кормов, ну, и дополнительных кормов нам нужно для наших хозяйств. На сегодняшний день, получается, мы сегодня потребляем где-то порядка около 60 тысяч тонн концентрированных кормов. А потребность у нас сегодня составляет практически ближе, доходит до 100 тысяч тонн, точнее более 97 тысяч тонн. И что мы должны делать? У нас сегодня, конечно, есть, во-первых, развитие отрасли кормопроизводства, она у нас по линии Министерства сельского хозяйства в последние годы очень успешно развивается. Это, конечно же, заготовка силоса, сенажа, ну и других дополнительных кормов. Значит, увеличение мелиорируемых наших пашин и земель сельхозназначения, ну и так далее, и так далее. Хотел бы здесь остановиться на дополнительных концентрированных кормах. До недавнего времени, если точнее быть, до 2018 года, у нас в республике работало предприятие «Сахазернопродукт», которое выпускало, значит, комбикорма для нужд нашей сельскохозяйственной промышленности, да, и объем производства данного предприятия составляло всего где-то порядка, ну, если мне память не изменяет, в среднем от 12, максимум до 15 тысяч тонн. И этого, конечно, количества очень мало, она недостаточна. То, что я озвучил, это составляет всего 20-30%. А если мы должны достигнуть тех или иных объемов параметров указа главы республики, то мы должны, конечно же, выйти на намного более большие объемы. Вот что касается Хаптагайского комбикормового завода, который сегодня у нас сегодня находится на стадии банкротства, и сегодня хотел бы отметить, что данное предприятие, ну, данное оборудование, которое находится в этом заводе, она практически изношена на 90%. И дальнейшая работа данного завода в том виде, который она сегодня имеет, она практически не актуальна. Поэтому вопрос стоит о дальнейшей реконструкции или дополнительной какой-то приобретению каких-то дополнительного оборудования, в том числе. Это первое. Второе, значит, мы сегодня изучаем рынок Амурской области. Почему? Потому что Амурская область сегодня имеет
земель сельхозназначения для более 1 миллиона гектар. И непосредственно сегодня обеспечивает и Китайскую Народную Республику, и соседние наши субъекты Российской Федерации своими зерновыми продуктами, в том числе комбикормами. И вот в этом отношении, значит, стоит задача совместно с Амурской областью, с другими инвесторами и так далее, мы хотели бы тоже производить свою продукцию концентрированных кормов на территории Амурской области, потому что вся база находится там. Значит, и здесь задействовать, конечно же, наш Сахазернопродукт. Здесь пока идет изучение. В принципе, все у нас возможности для этого имеются. Вопрос заключается в том, что надо, конечно, в первую очередь искать инвесторов. Это первое. Второе, значит, мы должны привлечь не только инвесторов, но и самое главное, чтобы наши сельхозники, значит, покупали данную продукцию. Продукция сегодня очень востребована. Вот некоторые наши селяне говорят о том, что комбикорма стоит очень дешево. Это не очень дорогие и по качеству не очень отвечающие сегодня требованиям комбикорма, которые поставляются частными предприятиями. А сегодня стоит вопрос о научном подходе для производства данного комбикормов. Для каждого направления, в том числе для КРС, для свиней, для птичьего, должна быть своя, значит, норма, свои рецепты, и мы должны это соблюдать. Поэтому такой подход сегодня нам изучается, Андрей Леонидович, и надеемся, что в ближайшее время данный вопрос мы, как говорится, подготовим и внесем на рассмотрение руководства нашей республики. Ольга Валерьевна, ваш отчет, помимо курируемых вами направлений, прежде всего, понятно, касался борьбы с коронавирусом и мер поддержки населения республики. Какая работа будет продолжена в этом году? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Добрый день, земляки. Да, действительно, в этом году отчет по социальной сфере прошел в 2 направлениях, как в отчете работы правительства по социальному направлению, так и отчет за работу оперативного штаба, который был создан в связи с принятием указом главы Республики Саха-Якутия о режиме повышенной готовности на территории республики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. За период отчета во время телевизионного эфира поступило порядка 117 вопросов, 84 из которых поступили во время самого эфира. Оставшаяся часть поступила через новую систему OneClick, которая и опробовала себя впервые и достаточно успешно на этом отчете правительства. Безусловно, помимо коронавирусной инфекции и ее распространения, и когда снимутся ограничительные меры, граждан республики волнуют наши вопросы, которые касаются сферы здравоохранения, в частности, доступности первичной медико-санитарной помощи, которая оказывается на территории республики. И, конечно же, тех мер, которые будет принимать или принимает правительство республики в целях государственной поддержки лиц, которые прежде всего связаны с, конечно же, поддержкой наших семей с детьми. Но необходимо обратить внимание, что в соответствии с посланием президента страны Российской Федерации, которое было практически год назад, достаточно четко президент страны определил, что мы должны обеспечить первичной медико-санитарной помощью все населенные пункты всей Российской Федерации, в которой проживает начиная от 100 человек. Поэтому в 2020 году мы в полном объеме закрыли объем и создали соответствующие фельдшерские пункты и фельдшерско-акушерские пункты в маленьких населенных пунктах. В части непосредственно населенных пунктов, в которых проживает до 100 человек, в этом году защищена в рамках программы национального проекта здравоохранения, программа, направленная на осуществление этой помощи с помощью мобильных медицинских комплексов. Соответствующие соглашения уже подписаны. Конечно же, большое направление нами было в этом году проделано и связано со строительством новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий. Ну и второе направление, которое было большим и огромным, и определенной нагрузкой легло, это оказание в проактивном режиме социальной помощи
нашим гражданам различных категорий, которым как понадобилась помощь материальная во время коронавирусной инфекции, во время пандемийных ограничений, так и граждане, которые являются по своему статусу, по своему социальному положению получателями социальных услуг. И в этом отношении на самом отчете мы обращали внимание, что скоординированность действий как федеральных органов государственной власти, так и республиканских органов государственной власти по доступности именно социальной помощи через проактивный режим, который заключался лишь только в подаче одного заявления. Все остальные справки собирали специалисты наших управлений социальной защиты. Он показал свою жизненность. И уже на настоящий момент данная форма так и далее будет продолжаться в целом при назначении всех социальных выплат и пособий. Говоря о планах на 2021 год, конечно же, прежде всего необходимо сказать о тех планах, которые исходят из базовой программы сегодня о реконструкции и модернизации здравоохранения. Это программа, утвержденная на 5 лет, программа модернизации первичного звена здравоохранения в Российской Федерации и, соответственно, в Республике Саха-Якутия. В целом, на 5 лет мы утвердили 12 миллиардов рублей, которые пойдут как на строительство, соответственно, нашего центральных районных больниц. За 5 лет будет построено 12 новых центральных районных больниц. На реконструкцию и капитальный ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также, соответственно, на обновление и модернизацию медицинского оборудования, которым должны быть оснащены наши учреждения здравоохранения. В этом году запланирована программа, построена таким образом, чтобы в первый год начать строительство и основную сумму денег все-таки направить на строительство тех объектов, которые на настоящий момент были готовы как в проектном отношении, так и, соответственно, урегулированы все вопросы по разрешению ряда ситуаций. Поэтому в этом году у нас, соответственно, запланировано 5 центральных районных больниц, которые должны начать со строительством на территории Республики Саха-Якутия. У нас к ним относится Вилюйская центральная районная больница, в первую очередь. Это достройка уже существующего корпуса, стройка которого была начата, и, соответственно, работа продолжалась и в прошлом году. И сейчас мы, соответственно, благодаря программе здравоохранения это продолжим. Это Момская центральная районная больница в селе Лехану. Говоря об этой больнице, хочу обратить внимание, что мы очень четко понимаем вместе со строителями, что основной задачей у нас сегодня, после того, как пройдут все соответствующие торги, является завоз строительных материалов для того, чтобы во сроки, которые определены программой модернизации, данную больницу закончить. Это и строительство больницы в Татинском районе, в селе Итыкёль. Речь идет о центральной районной больнице, которые ждут татинцы достаточно давно. И мы уверены, что несмотря на какие-то определенного рода сложности, которые могли бы возникнуть на первичном этапе, к 100-летию республики, эта больница будет введена на территории Татинского улуса. Ну и, конечно же, это больница в Чурапчинском улусе. Сегодня вместе с главой улуса мы открыли год здравоохранения не только в республике, но и год здравоохранения отдельно в Чурапчинском улусе. И, конечно, чурапчинцы связывают со строительством этой больницы прежде всего разрешение проблем, которые обозначены сегодня. А сегодня, в принципе, комплекс медицинских услуг в селе Чурапча разделен на несколько определенного рода зданий. В здании Сбербанка находится детская поликлиника. В приспособленном помещении в здании автовокзала принимают специализированные врачи. Соответственно, на первом этаже жилого дома на условиях аренды работает поликлиническое звено. И, безусловно, со стройкой нового этого комплекса эти проблемы будут решены, в том числе и для чурапчинцев. И, конечно же, совершенно недавно глава Республики Саха-Якутия был в Усмайском районе и осмотрел место строительства новой больницы, в том числе и для и маленьких, и взрослых усмайцев. И я думаю, что те стройки, которые у нас должны быть и начаты в этом году, и на следующий год, они в обязательном порядке должны быть закончены. Потому что спрос большой. Спрос спрашивает человек, спрашивает каждый отдельно взятый гражданин, которому сегодня эта помощь действительно нужна достаточно в качественном и доступном виде.
Необходимо обратить внимание, что также, что касается программы модернизации системы здравоохранения, здесь речь идет и об определенного рода оснащении оборудованием. Главой Республики Саха-Якутия Арсением Сергеевичем Николаевым поставлена задача оснастить оборудованием, которое бы отвечало последнему слову техники. Вчера последнему слову науки, даже в большей степени можно сказать. Вчера мы посещали вместе с главой республики наш онкологический диспансер, радиологическое отделение, где уже медики-физики представили использование искусственного интеллекта при непосредственно все-таки постановке диагнозов, первичной постановке диагнозов онкологических заболеваний. И подобного рода примеров сегодня у нас уже достаточно. Поэтому задачи, которые поставлены по системе здравоохранения, я думаю, что они очень четкие, понятные и направлены на здоровье нашего населения. Необходимо обратить внимание, что большое подспорье для системы здравоохранения представляет собой и программа комплексного развития сельских территорий, по которой уже 3-й год собраны на настоящий момент заявки. И в этом году мы сдадим 2 объекта здравоохранения по данной программе. За определенного рода начали соответствующее строительство и по объектам, которые запланированы на будущий год. И, конечно же, мы ждем и надеемся на то, что программа по национальному развитию Дальнего Востока, которая предусматривает соответствующий капитальный ремонт наших медицинских учреждений, безусловно, она получит свое развитие, и соответствующие заявки поданы. Стены, говорит глава всегда, не стены лечат людей, а людей лечат прежде всего хорошие квалифицированные кадры. Поэтому сегодня непосредственно вся система направлена на то, чтобы как повышать квалификацию наших медицинских работников, так и, соответственно, готовить их для новых наших больших объектов. Сегодня завершают свое обучение будущие медики, которые будут работать в вновь построенном кардиологическом центре на следующий год. Я думаю, введенным в этом году, мы надеемся на этом очень сильно, наверное, все жители республики, онкологическом центре. И это лишь только та маленькая толика тех задач, которые стоит перед системой здравоохранения в 2021 году. Но необходимо обратить внимание на второй вопрос, который сегодня волнует всех наших граждан. Это социальная поддержка семей с детьми. Достаточно часто звучал вопрос, является ли данная система поддержки справедливой, является ли она адресной. И опять же в послании, в обращении президента страны было четко определено, сделать необходимо таким образом, чтобы эта система поддержки доходила до каждого человека и прежде всего нуждающегося. В связи с этим соответствующие изменения будут внесены с 1 апреля 2021 года, когда будет начат прием заявок для определенного рода категорий семей с детьми, чей жизненный доход, чей семейный доход, соответственно, зависит от и в основе которого лежит прожиточный минимум. Сегодня, если ранее непосредственно помощью пользовались непосредственно все семьи с детьми, у которого доход составляет чуть меньше прожиточного минимума, то сегодня происходит четкая дифференциация. И, соответственно, 3 категории выплат будут осуществлены в зависимости от того, какой доход есть у семьи. И опять же, на настоящий момент все наши учреждения социальной защиты готовы к тому, чтобы работать в проактивном режиме. И если ранее в пандемийный год, 2020 год, мы собирали для того, чтобы осуществить выплаты, наши сотрудники собирали 19 различного рода, около 20 документов, то сегодня тех документов, которые мы будем собирать и обрабатывать для того, чтобы начислить выплату, составляет порядка 60. Но я уверена, что мы с этим справимся и совершенно спокойно также осуществим все выплаты, в которых нуждаются наши граждане. Наверное, это базовые вопросы, которые сегодня непосредственно волновали людей во время отчетов, но и социальная сфера всегда открыта для вопросов, как в социальных сетях, так и в инстаграме главы, и, соответственно, готовы отвечать на все вопросы всегда. Ольга Валерьевна, вот у нас поручениями президента страны и решениями, указами главы республики приоритетной задачей ставится социальная политика. Вот я увидел, что вы
вот, создали и ваша инициатива в части создания социальной карты. Вот хотел, чтобы вы рассказали об этом фрагменте. Да, Андрей Владимирович, спасибо большое за вопрос. Действительно, этот вопрос, он сам по себе возник не просто так. Тогда, когда мы с вами перед назначением вас на должность председателя правительства обсуждали этот вопрос вместе с депутатами парламента, то они высказали о необходимости, высказали свое пожелание о необходимости создания такой системы, которая позволила бы нам в цифровом порядке все-таки часть услуг получать. И к таким услугам, безусловно, относятся услуги, направленные на получение социальных льгот разным категориям. Как и было поручением председателя правительства, поддержанное главой республики, согласованное с депутатами, на настоящий момент мы разработали и утвердили концепцию единого цифрового сервиса. Это был первый этап. И, соответственно, на первом этапе все льготные категории граждан, они перейдут у нас, соответственно, на обслуживание по социальной карте. Сама по себе социальная карта, она коснется различного рода отраслей, вообще всей жизнедеятельности как таковой, в которой мы сможем получать все жители республики. И называется она так, социальная карта якутянина. Мы сможем получать определенного рода, собирать там свои льготы, непосредственно собирать там, значит, определенного рода бонусы от тех или иных организаций, которые будут являться партнерами выпуска этой социальной карты. И если сейчас эта социальная карта будет касаться лишь только некоторое время только льготных категорий, которые являются классическими льготополучателями по линии Министерства труда и социального развития, то на втором этапе эта социальная карта, безусловно, будет являться и, значит, необходимой и может использоваться любым гражданином нашей республики, помимо тех, которые относятся к льготным категориям. Мы приходим к цифровому миру, карта уже становится нашим обычным явлением, и, соответственно, люди, которые сегодня пользуются теми или иными льготами или когда хотят получать ту или иную услугу, все должно быть очень быстро и четко. И карта этому дает полную возможность. Спасибо. Сергей Васильевич, переходим к вам. В ходе эфира с вашим участием речь шла об отраслях спорта, IT, больше всего по образованию. И наряду с вопросами о переходе на дистанционное обучение вопросы поступали и по качеству образования в целом. Что бы вы отметили в этой части? Действительно, качество образования – это та задача, которую мы должны обеспечить для достижения наступательного развития нашей экономики. И отрадно, что жители республики интересуются повышением качества образования. Мы по итогам 2020 года сделали выводы, и главой республики поставлена задача обеспечить к 2024 году вхождение Якутии в топ-15 регионов по качеству образования. В принципе, те показатели, которые мы имеем на сегодня, они говорят о том, что работа в этом направлении идет правильно. Сегодня мы во всех образовательных учреждениях подвели интернет-связь, и также проводится работа по повышению качества квалификации наших учителей, педагогических работников. По итогам 2020 года наши выпускники, более 30 выпускников сдали экзамены на 100 баллов. Это говорит о том, что по сравнению с 2019 годом у нас растет количество выпускников, которые наилучше сдают результаты ЕГЭ. По 2021 году также в рамках национального проекта стоит задача по обновлению материально-технической базы наших школ, по повышению качества связи, по улучшению учебников. И в рамках национального проекта образования также проводится работа по подготовки учебников по всем предметам. Необходимо отметить, что по итогам 2020 года республика была отмечена о том, что с дистанционным образованием республика справилась, и мы были отмечены в числе 5 регионов, которые справились с этой задачей, в том числе Москва, Московская область, Республика Саха-Якутия обеспечили одномоментный переход на дистанционную форму обучения. Это говорит о том, что наши учителя, наши дети были готовы к использованию различных информационных ресурсов, и, соответственно, качество связи в интернете было на должном уровне. Спасибо. Я хотел, Сергей Васильевич, еще задать вопрос. У нас в душе у каждого якутянина быть первым, сильным,
бороться за победить в этой борьбе. И какие вот мы спортивные мероприятия планируем, культурные, спортивные, вот в 2021 году? Да, в 2020 году у нас из-за пандемии многие мероприятия культурно-массового характера, спортивные мероприятия были приостановлены, перенесены на 2021 год. И, соответственно, мы с улучшением эпидемиологической ситуации в нашей республике, ну и в целом по стране, ожидаем проведения наших традиционных мероприятий, культурно-спортивных мероприятий на традиционном формате. И уже в апреле месяце мы готовимся к проведению чемпионата России, первенства России по кикбоксингу. Ожидается большой приезд гостей, более 600 участников, в том числе организаторы проведения этого чемпионата. И сегодня совместно с Роспотребнадзором разрабатываем планы проведения этого чемпионата. Кроме того, как вы знаете, в прошлом году должен был быть проведен Исей-Холонхо в городе Люкминске, тот наш излюбленный праздник народа Саха. И, соответственно, мы в 2021 году этот праздник планируем провести в городе Люкминске в традиционной форме с приглашением гостей со всех муниципальных образований. И, конечно же, в этом году планируется проведение спортивного мероприятия. Это игры манчары по национальным видам спорта в селе Бердикестях Горного района. И буквально мы провели заседание оргкомитета, на котором мы рассмотрели вопросы, связанные со строительством спортивных объектов. Уже один из 3 объектов введен в эксплуатацию. Это многофункциональный спортивный комплекс в селе Бердикестях Горного района. Также планируется ввести в эксплуатацию и стадион, и стрелковый тир, который сегодня строится на территории села Бердикестях. Мы считаем, что проведение таких мероприятий в традиционной форме необходимо, поскольку в рамках подготовки этих мероприятий наши жители, наши юные спортсмены, они готовятся, они улучшают свою способность тренировки, проводят. И, соответственно, это благоприятно сказывается на уровень наших спортсменов, на состояние здоровья, на то, что нацеливать их на новые достижения. И очень надеемся, что ситуация будет благоприятствовать, и мы проведем наши соревнования в традиционном формате. Спасибо. Итак, в заключении позвольте обратиться к председателю правительства Республики Саха-Якутия Андрею Владимировичу Тарасенко. Андрей Владимирович, какие задачи ставит перед собой правительство Якутии на 2021 год? В 2021 году мы продолжим работу по восстановлению экономики, содействию занятости, поддержке предпринимательства, стимулированию инвестиционной и инновационной деятельности и повышению доходов жителей республики. Для нас ключевыми задачами остаются это выполнение национальных проектов, которые обозначены президентом страны, исполнением указов и послания главы республики. Вот это самые наши приоритетные задачи, которые мы должны выполнить в 2021 году. Эти задачи направлены на повышение качества жизни в республике. Ну и, соответственно, вот представьте себе, по национальным проектам мы получим федерального финансирования порядка 30 миллиардов. То есть у нас в результате решений национальных проектов будет построено порядка 49 объектов. Нам нужно научиться зарабатывать и делать высокорентабельный продукт. Вот все, что мы сегодня добываем, надо перерабатывать. Перерабатывая, мы будем получать хороший рентабельный продукт, и, соответственно, с этого продукта налоги. Они будут намного выше, чем мы продаем эти полезные ископаемые кому-то другому. Вот это наша самая главная задача. Обозначиться, научиться делать, выращивать и создавать. В сельском хозяйстве мы должны сегодня создать кормовую базу свою, чтобы наши субсидии, которые мы даем, нашу поддержку сельскохозяйственникам, не уходили из региона. Теперь важно, конечно, нам и восстановить наши реки. Реки, то есть пополнить рыборазводными заводами, создать, заняться, наконец-таки, дноуглублением, потому что, смотрю, много жалоб у людей, у жителей республики, что река сегодня наносит ущерб. Ущерб жилищам, ущерб убирает кормовую базу, то есть там, где есть сено сегодня. И ее надо чистить.
ее надо приводить в порядок. Уже много лет этим не занимались. Техника старая. Вот поэтому еще раз я подчеркиваю, что глава правильно сказал о том, что надо, и президент нам дал деньги, чтобы создать свою судоверфь. Когда на реке есть судоверфь, соответственно, мы создадим корабли современные, нормальные, и будем работать в этом направлении. Важно также использовать по полной программе Северный морской путь. Ну как же, республику омывает 2 моря сегодня. И мы имеем сегодня порты речные, река, море, которые еле еще, может быть, в советское время были построены и сделаны. Все старое, все убитое. Сегодня даже туризм у нас настолько плохо выглядит, потому что куда по реке повезешь? Вот купили мы 2 сегодня метеора. Причалов нету. Где высаживать, как делать? Вот это сегодня нам нужно сделать. И много сделать в этой части. Готовим запуск железнодорожного сообщения с соседними регионами. Сегодня у нас налажено направление с Иркутском. Сейчас мы готовим летом первый состав, пойдет у нас железнодорожный в город Владивосток. Большие задачи у нас стоят с привлечением федеральных средств на модернизацию аэропортов. Сегодня мы делаем реконструкцию в Якутске, в Нерюнгри. Планируем задействовать малую авиацию и заказали новые самолеты для того, чтобы пополнить авиапарк для наших авиакомпаний. В легкой промышленности планируем закупить оборудование и заняться переработкой шкур. Сегодня очень важно восстановить зверофермы, которые были утрачены. Предстоит нам усовершенствовать северный завоз. Для этого мы делаем новые торгово-логистические центры, в которых будем делать склады для того, чтобы делать систему накопления и дальнейшего по логистике трансляции этого груза в улусы северные. Глава республики собрал хорошую команду, я считаю, что и нам это под силам, и мы это сделаем вместе с вами, жителями. Что я еще хотел сказать? Конечно, одна из задач у нас стоит сегодня и молодежь. Нам нужно свою молодежь поднять, дать возможность, чтобы она жила здесь, не уезжала, чтобы здесь у нее была работа, дом, дети здесь росли. Поэтому мы сегодня хотим тоже помочь молодежи. Вот делаем праздник, фестиваль молодежный, в котором хотим показать, заявиться о том, что у нас очень сильная, талантливая здесь молодежь. Мы кульминацию сегодня делаем этого праздника. Это подъем подснежника. И вот эта сила выхода из-под льда подснежника, который расцветает и показывает, насколько у нас красивые наши дети, талантливые дети, наши бриллианты. И поэтому мы вот хотим показать эти таланты, создаем площадки многие здесь в части этого праздника, чтобы каждый показал и раскрыл этот талант, и на всю страну показал, что у нас здесь сила сегодня, таланты здесь. И администрация президента поддержала, потому что на Дальнем Востоке это будет такой интересный, правильный праздник, покажет в действительности единство нашей молодежи. Отдельное спасибо вам, жители республики, за инициативу, за предложение, за участие. И хочется всем пожелать новых успехов в развитии нашей республики. Якутия вперед! Спасибо. Я благодарю председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Владимировича Тарасенко и всех его коллег за работу в эфире. На этом мы завершаем серию эфиров, посвященных отчету правительства Республики Саха-Якутия за работу за 2020 год. Меня зовут Влад Давыдов. Прощаемся с вами. До свидания.
27 и 28 февраля на телеканалах НВК «Саха», «Мамонт» и «Якутия-24» смотрите прямую трансляцию матчей чемпионата республики по волейболу среди команд первой лиги.